Угасание интеллекта, снижение умственного уровня, апатия и незаинтересованность в жизни – все это признаки болезни Альцгеймера. Такое заболевание головного мозга обычно возникает после 50 лет и характеризуется прогрессирующим нарушением памяти и изменением личности. Врачи призывают не недооценивать первые звоночки и незамедлительно обращаться за помощью к специалистам. При болезни Альцгеймера в различных частях мозга постепенно погибают нейроны. Сначала те, которые отвечают за кратковременную память, потом за долгосрочную. В последние годы врачи отмечают увеличение количества пациентов с болезнью Альцгеймера. Связывают это с выросшей продолжительностью жизни, расширением диагностических возможностей. Страдают в основном люди от 45 и выше лет. Но в основном группа туда входит, это 65 и после 65 лет. Вот группа, которая до 45, это генетическая наследственная форма, которая уже там, предки либо родственники страдали Альцгеймером. Этот страшный диагноз устанавливают на основании клинической картины после исключения всех сходных заболеваний. Врачи анализируют поведение, проводят серию когнитивных испытаний и МРТ. Вот здесь на данный момент все хорошо, и связи, нейроны, и все здесь нормально. А вот уже где идет легкая деменция, легкая болезнь Альцгеймера, вот здесь уже появляется вот такой вот небольшая атрофия идет и с появлением вот этих бляшек. И полная, тотальная уже деменция. Вот эти вот клубочки, то, что я говорила, нейрофибриллярный комплекс, белковый комплекс, отложение вот этого амилоида. Признаки болезни Альцгеймера на ранней стадии ошибочно принимают за нормальные признаки старения. Наиболее распространенный ранний симптом – это кратковременная потеря памяти. Чаще всего ранняя стадия остается незамеченной, так как протекает постепенно. К общим симптомам болезни можно отнести забывчивость, потерю счета временем, нарушение ориентации в знакомой местности. При прогрессировании признаки болезни становятся более явными. То есть начинаются проблемы с речью, дезориентация, перепады настроения. Человек забывает последние события, не помнит родных, как пользоваться элементарными предметами быта. Пресенильный вариант – это до 65 лет пожилые люди, которые заболевают этим заболеванием. Значит, этот вариант, он проявляется тем, что происходит быстрое развитие этого синдрома комплекса. Сенильная форма, она протекает после 65 лет. Там медленный темп развития всей симптоматики. Вот. И, значит, здесь уже также человек приводит это заболевание к инвалидизации, но он может жить. Этот диагноз как отдельный вид деменции был открыт в 1906 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером в одной из франкфуртских клиник. К нему попала на прием 52-летняя пациентка, у которой были признаки старческого слабоумия, а проблем с сосудами головного мозга не было. Ее состояние ухудшалось. Через 4 года после госпитализации она умерла. После вскрытия доктором были обнаружены белковые образования в мозге. Именно они стали причиной разрушения личности. Мы не застрахованы ни от чего. Если такое уже случилось и появился такой человек в семье, очень важно принять это состояние и понять, что он не виноват в том, что он заболел. Это болезнь, но сам человек, он остается. Но он будет не узнавать родственников, он будет капризничать, у него будут проявляться разные симптомы комплекса, вплоть до агрессии. Болезнь Альцгеймера на сегодняшний день не поддается лечению. Но благодаря группе новых препаратов и лечению можно добиться того, чтобы снижение интеллекта пациента стало более постепенным. В России зарегистрированы все современные антидементные средства. Они числятся в списке жизненно важных лекарств. Именно в лечении назначаются препараты ацетилхолиномиметики. Называется группа. За время трудовой деятельности у невролога Марины Богатыревой было 3 пациента с болезнью Альцгеймера. Отмечают, что это заболевание свойственно не только лицам более старших возрастных групп, но и людям в трудоспособном возрасте. Среди них есть и грамотные люди, среди них есть и просто обычные люди, которые не работали. Человек грамотный, который вот у меня был, она, значит, преподавала, все было хорошо. В один момент человек просто перестал узнавать своих близких. Ночью ночные пробуждения пошли у нее. А затем, через некоторое время, месяца через 2, она начала куда-то уходить из дома. Причина развития была энцефалопатия просто. Энцефалопатия, слегка забывала, но
вначале как бы с этого и начинается. По словам специалистов, риск развития этой формы деменции можно снизить, если регулярно заниматься физическими упражнениями, не курить, избегать употребления алкоголя, контролировать вес, правильно питаться. Нужно поддерживать уровень кровяного давления, холестерина и сахара в крови. Также важно развивать мозг. Врачи советуют читать, разгадывать кроссворды, посещать лекции. Диана Дударова, Джамалил Султыгов, Новости 24.